Михан, насколько вот горная часть Ингушетии богата растительностью, вот, целебными травами? Есть научная работа. В Грозном был Головлев Алексей. Он написал диссертацию по травам озика. По травам озика он писал диссертацию. Сейчас он в Самаре, нет, да, в Самаре он уже доктор наук, профессор. Вот тогда он писал, что по произрастанию на квадратный метр целебных трав вот эти места наши превосходят швейцарские, горные швейцарские районы. Да, вот именно Озик, именно долина Озик, вот Тарагимская котловина. И здесь все есть, все. Вот этот коровяк я сейчас собираю, коровяк черный он называется. Но он все бронхи, все заболевания простудные, все он лечит, помогает. По периодам, например, это Сейчас вот коровяк цветет. Вот сейчас с ним вот он тысячелистник, вот рядом. Вот он тысячелистник. Тысячелистник. Наши предки называли его турпалбукс. Вот наши предки его называли. Потому что он имел целебные свойства, да? Да, потому что он сильнейший ранозаживляющий. Ранозаживляющее действие у него очень сильное. Вот. А вы давно занимаетесь вот этими травами? Я так не сказать, что я сильно этим занимаюсь. Для себя, для семьи, для друзей. Чтобы да, с молодости. Чтобы в аптеке не бегать. Чтобы по врачам не бегать. Вот это цикорий. Цикорий, он сильнейшее желчегонное средство, действие у него. Желчегонное сильнейшее. Потом желудки. Гастриты тоже лечит он очень хорошо. Вот шалфей. Вот шалфей. Шалфей красавчик. Вот этот шалфей, он, ну, все простудные, все полости рта, все заболевания, все стоматиты, все при простуде тоже его хорошо применять. А как вот использовать, например, шалфей? Его надо как настойки, да? Не, настойки тоже можно делать на спирту, но настойку на спирту, если делать, надо 70 градусов. И... я имею в виду вот, его приготовление горячей воды, да? Вот. А так высушить, и смотря что болит, там уже столько, если доза, там обычно, ну, пару столовых ложек на стакан кипятка, залил, остудил, процедил, ну, подели пополам, утром, вечером пей. Все. Что вот. У нас здесь? Вот. Что еще у нас тут есть? О, синяк. Синяк, вот это очень сильная вещь. Его когда собираешь, надо сильно оглядываться, потому что на нем пчелы его любят. Вот этот синяк, медонос, сильнейший. Любой пчеловод его знает. И у него очень сильное действие, суставы, болезни суставов, как сказать, простудные, ломота бывает вот, на погоду, да, он все снимает, его тоже надо, вот он синяк, да, вот если его взял, вот этот стебель, ну, стебель, палка не нужна, а вот эти вот боковые, вот так вот, раз, их собирать, вот да? Их, потом уже дома я их очищаю, да. Вот его взял, высушил, измельчил, высушил, набить банку, ну, в зависимости сколько надо, ну, банку набил сухим и залил спирт, ну, 70 градусов, не выше. Можно сделать просто на водке, немножко слабее будет. А 70 градусов ему как раз в меру. Вот, ну, в темноте где-то 21 день, не меньше. Больше можно, меньше еще не настоится.
его настаиваешь, и суставы все, он боль в суставах, ломота в суставах, ломота после переломов хорошо, хорошо помогает. Вот. Что еще у нас тут? Что еще? Что еще? Что еще? О, вот этот татарник. Вот этот татарник колючий. Но он еще молодой. Когда большой лист будет, его надо... Колючий он, трогать его. Там перчатки надо. Да, надо с перчатками. И вот его когда лист взял, вот так, его надо колючки обрезать. Вот так, колючки все обрезают и собирают его. Он, ну, да, он даже применяется в сборах, которые при онкологии употребляются. Это очень сильная трава. Потом, вот, пожалуйста, а вот пустырник. Он и называется пустырник сердечный. Вот это пустырник. Вот он растет, вот. Хороший. Пустырник, да? Да, пустырник сердечный. Он для чего? Он, при неврозах сердца, при при сердечных болях, вот таких, при сердечных недомоганиях. Он очень сильно помогает. А аптечные есть, настойки пустырника есть. Это пустырник. Вот в квадрате уже столько лекарственных трав. Ну вот если взять вот квадратный метр, там, вот этот профессор Головлев писал в своей диссертации еще по молодости. Я его хорошо знал, он мой одноклассник. Он писал, что вот здесь по произрастанию на квадратный метр трав она превосходит в высокогорных районах Швейцарии, которые есть, он превосходит. Вот крапива. Вот возьмем крапиву, вот она крапива. Вот это крапива растение, когда у нее семена висят, вот так листочки обрезаются, а вот эти семена желудку помогают. При авитаминозе сильно помогают. Потом сама крапива содержит растительный кальций. Это лучше. Вот именно в этом виде наш организм усваивает ее лучше всего. Вот это вот женский побег. Вот. А вот этот вот, побег, провалился. А вот побег мужской. Вот побег мужской, у него те же самые показатели, но вот эти вот его семена, они, вот у него семена, видите, вот эти уже женских побегов семена висят, повислые, а у мужского побега семена вверх смотрят. Вот эти семена, после того, как вот так листья все удаляются, перчаток нету, но ничего, терпимо. Их вот так вот собирают, вот так, раз, вот так. Все обдирают, вот так, и вот так их собирают, высушил, протер через сеточку, чтобы вот эти вот, как ниточки, на чем они все слеплены, семена, чтобы от этого освободить. И, мужикам хороший помощник. Вот. А вот вам часто обращаются за такими сбором есть? Спрашивают люди, что знаю, говорю, а так, чтобы что-то рекомендовать, надо иметь медицинское образование, надо за это отвечать. А я любитель, поэтому я не рискую кому-то что-то советовать. Вот просто я знаю, все домашние, все. Вот дочка приезжает с работы, папа простыла. Раз, отварчик, все сделал, на следующий день нормально. Конечно, травы не так быстро действуют, как лекарства. Вот. Если аптечными лекарствами за неделю вылечишься, то травмами надо месяц лечиться.
Это эффект. Но лекарство одно лечит, другое калечит. Вот. А у трав эффект действия накопительное. И никаких побочных. И Еще никаких какие побочных. здесь есть травы вот, Да. на этом участке? Как? Еще какие травы здесь есть на участке? Вот сейчас посмотрим еще, что здесь есть. Вот сурепка, она отцвела уже. Сурепка отцвела. Сурепка отцвела. Что тут еще? Вот цветущая сурепка. Вот. Ну, она уже плохая. У нее ушел срок. Что здесь еще есть? Что здесь еще есть? Вот слабенький зверобойчик попался. Зверобой там выше, лучше. А зверобой вообще лекарство от 99 болезней считается. А зверобоя много, да? Зверобоя много, зверобой есть. Зверобой есть. Вот. Так, что у нас еще здесь? Что у нас еще? Лопух. Вот. Лопух вот. Корень лопуха. Ему сейчас приписывают такие свойства, что он лечит чуть ли не все. Чуть ли не все. Но я не знаю, не верю. Но лист лопуха слегка размятый, колено болит, приложил, помогает, проходит. Вот. А вот это тоже очень сильная штучка. Вот это подмаренник называется. Подмаренник, как он, колючий или цепкий. Он цепляется, с его семечки, когда созреют, он от брюк будешь полчаса отдирать. А он, ну не кровь, а лимфа есть. А лимфа много чего. Она это водопровод организма, который растаскивает все витамины, все питание по всему. А он чистит лимфу, вот этот подмаренник. Он вообще цунмахбя вагваства и сильная трава. Вот, что тут еще? А тут пока больше ничего нету. Что-то другое. Надо дальше пойти, выше. Вот. Кавказский женьшень у нас есть. Его кавказский женьшень называют. Но он выше там. Это в каких местах? Где, ну я его собираю бишт, где низменные такие места, где немножко заболоченный, там, ну слегка там влажный, он влагу любит. Я слышал, что лилии есть, которые у нас в горах, вот их корни очень ценятся. Корень лилии, да, ценится, он сильный. Вот. А вот этот вот. А почему вообще? Какие? Вот этот ятрычник, пес что его называют, ятрычник называют, он, ну там на корне его выкапывать нельзя целиком. Я его сбоку подкапываю, вот этот нож широкий, сбоку подкапываешь его, потихонечку обнажаешь его корень, там обязательно клубень маленький такой, как лесной орех такой, побольше, поменьше бывает. Вот эти шарички, эти орешки собираешь, принес домой, промыл, нанизал иглой на нитку, в кипяток опустил там, ну, минутку, подержал, высушил. Потом, когда высохнет, он очень становится твердый, буквально как камень. Его надо разбить потом, кофемолкой перемолоть. Если уже сейчас у нас нету этих ручных мельниц, это лучший вариант. Но это лекарство, этот корешок, порошок с него получается, который дает организму силы. Его раньше охотники с собой брали, таскали. Ушли куда-то далеко-далеко. Чайную ложку в стакан его насыпь, этого порошка, залей, ну, кипятком. Как назывался это? Ятрычник пестрый. Кавказский женьшень на него называют его еще. Вот эти корешки, вот просто когда перемолотые, высушены вот эти вот орешки, ложечку в стакан, кипятком залил, остыло, он получается как кисель такой.
Он много крахмалов у него, но крахмалы разные же, кукурузный, картофельный, всякие. А именно его крахмалы, они, короче, больной есть, Мгм. вот после операции, который истощенный, Как восстановительный. ослаблен, он лежит, он встать не может. Будет пить это, он встанет и побежит. Как восстановительный. Да, да, он очень сильный, восстановительный. Вот. Вот это яснотка. Так, Да. сейчас цветущую найдем. Цветущую. Вот она ясноточка. Вот цветущей что-то не видно. Она здесь... Еще она не зацвела, да? Нет, она цветет уже, но она здесь как угнетенная, поэтому еще не зацвела. Может, здесь где-то еще найдем цветущую. Сейчас. Это нету. Нету. Это что за- Это тысячелистник. Это цикорий. Вот этот цикорий, вот примерно кофе есть, пьют люди кофе, любители есть кофе. Первый рак желудка и кишечника кофе. Вот. А вот этот, есть кофе с цикорией раньше, цикорный напиток продавался, сейчас почему-то этого нет. Вот его выкопал, корешки. Я их выкапываю, корень мою, вдоль разрезаю так, на стебелечке. И все. Заваривай его, пей вместо кофе. Вкус тот, цвет тот. Это эффект другой. Но он полезный. Он полезный. А тот кофе вредит. Вот. А он сильные действия у него. Он еще все желчные протоки в печени очищает, печенке помогает, желчь выгоняет, застаиваться не дает желчи. Вот. Что еще здесь? Что еще? Вот. Вот мята тоже. Вот мята. Вот понюхай мяту. Вот она. Вот это в чай. Она тонизирующая, и бодрость дает, и при простуде хороша. При простуде очень хорошо. Ну, при простуде ее надо с шалфеем соединить, тысячелистник добавить туда. Ну, можно добавить тимьян, но тимьян и сам по себе отдельно король. О, а шалфей какой красавчик. О, шалфей. И самое интересное, у нас, который растет шалфей, вообще эталонный шалфей Средиземное море. Оттуда, Средиземноморский. А самый близкий к нему наш шалфей, вот этот. Вот, Большой кусты, да? да, вот эти цветы. Вот взять его просто листья, вот взял там, несколько листочков, разотри между пальцами и понюхай. Это божественный. Да. Божественный. Еще у нас здесь нету. Есть на Столовой горе растет незабудка альпийская. Незабудка любая хорошая, но это альпийская, она Каста дикес, она туберкулез, когда лечат, ну, она основной компонент сборов, который, когда туберкулез лечат, тоже сильная вещь. Ну тут, видимо, техника ходила или что-то здесь было, здесь не очень много трав. А вот этот вот клевер белый, вот он, белый клевер, вот он, белый, он сосуды чистит. Вот этот красный тоже то же самое. Вот эти цветочки клевера, они чистят сосуды, их надо собирать и держать. Что здесь еще есть? Короче, на этом маленьком участке уже столько Ну, тут ценных много. трав. Много. Не говоря о других местах, там вообще, наверное. Нет, а вот вверху, здесь вот, где скот ходит, все, овцы стригут все, им же, оно животное, все сметают. А если
зайдешь, вот, вот 5-километровая полоса есть Да, вдоль да. границы, запретная зона. Вот туда зайдешь, ну там рай. Там вот как, как в музее, все есть, все. Только собирай. Так что у нас очень Богато у нас, богато, богато. Это еще когда? Это в 70-х годах Головлев писал вот свою научную работу. А я его со школьной скамьи помню, у него голова работала, дай бог. Вот если попадем туда, В следующий выше, раз, может, второй сделаем, да, когда повыше попадем, там, чтобы показать, можно показать ястрычник, другие, там несколько видов ястрычников, там 3-4 вида ястрычников есть. Там есть, вот я не знаю почему, ниже, вот где развилка, вот там, туда ниже одни травы, здесь другие травы. Видно по высоте они как-то разделяются. Да, вот там. Вот, а то, что есть там выше, где бечь, там этого здесь нет. Вот почему, не знаю. Всё, потом. Да.